Проект закона о внесении изменений в закон о контрольной палате Республики Абхазия был снят с повестки дня, как и проект закона о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. На сессии были рассмотрены изменения в Конституционный закон о судебной власти. Руководитель парламентской рабочей группы по судебной реформе Валерий Агрба считает, что данный проект направлен на устранение ряда пробелов и противоречий, имеющихся в данном законе. В частности, что некоторые его положения являются инструментом давления на действующих судей, увеличивают ежегодные расходы республиканского бюджета и направлены на снижение независимости судей, в связи с чем предложено изложить его в иной редакции. Единственный пробел и противоречия, которые существуют, которые восполняют данный проект, это подсудности военного суда. То есть более в расширенном формате в действующем законодательстве оно было в сжатом виде, а подсудности военному суду, как и судам общей юрисдикции, здесь предлагается в более развернутом виде детализация, какие именно дела, гражданские, административные дела, уголовные, подсудные именно военному суду. И порядок изменяется, что еще существенно, это изменение срока вступления в силу положений, связанных с реализацией информационно-аналитической системы, так называемая СИС, в связи с тем, что на это необходимы были определенные средства. Средства были нами же в проекте бюджета предусмотрено. Данный проект закона депутаты приняли во втором окончательном чтении. Далее был заслушан проект закона о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. В первую очередь он направлен на повышение безопасности на дорогах страны, отметил Валерий Агрба. По мнению депутата, законопроект может стать инструментом внедрения правовых условий для привлечения к ответственности нарушителей правил дорожного движения. Мы ставим вопрос уже несколько лет о применении данной системы. Правоприменительная практика и другой опыт других стран показывает о значительном сокращении, предотвращении ДТП в связи с фиксацией. Данная система в основном фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, выезд на сторону встречного движения, на сторону встречного движения, пересечение перекрестков, проезд на красный свет светофора. В основном, что является как раз-то и причиной дорожно-транспортных происшествий, ну, помимо, конечно же, управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это уже камеры видеофиксации, это, конечно, уже проконтролировать не смогут. Но такие правонарушения, которые приводят вот таким вот плачевным и критическим последствиям, данная система, она, конечно, предусматривает. Несмотря на то, что проект вызвал массу замечаний со стороны депутатов, он был принят во втором окончательном чтении. Когда только рассматривался этот проект, предлагал свои замечания к проекту, думал, они будут учтены. Из 11 вопросов всего один приняли к сведению, это ограничение на пересечение государственной границы. Первой статьи до 7, тут, конечно, все очень странно размазано, а после 7, 8 и 9 тут очень много нареканий и замечаний. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, представляя законопроект о внесении изменений в Конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания, отметил, что проектом предусматриваются дополнительные цензы для обладания гражданином пассивным избирательным правом. В частности, ограничивается право избираться депутатом парламента гражданам, которые имеют на день голосования не снятую и не погашенную судимость, а также больным алкоголизмом, наркоманией и психическими расстройствами. Изменения предусматривают, что право на выдвижение кандидатов в депутаты принадлежит только политическим партиям и группам избирателей. В целях повышения роли партий в политической системе страны закон наделяет их правом выдвигать кандидатов во всех 35 избирательных округах, подчеркнул Шамба, и рассказал и о других нововведениях в избирательном праве. Данные поправки предлагают положения, которые четко регулировали бы порядок аннулирования либо отмены решения о регистрации кандидатов в депутаты. Предусмотрено проектом Конституционного закона, что решение о регистрации кандидатов в депутаты аннулируется по его заявлению о снятии своей кандидатуры, либо по обращению политической партии, которая выдвинула данного кандидата и до дня выборов отзывает данного кандидата. И следующий вопрос повестки дня заседания сессии не избежал бурного обсуждения. Депутат Дмитрий Гунба предложил коллегам переименовать населенный пункт Тарсаул на прежнее название Приморское. Согласно проекту, абхазское название будет звучать как Агаджа, и пояснил, что эта просьба исходит от жителей села. Сельчане высказали мнение о несоответствии названия села Тарсаул историческому названию села.
После долгих последних консультаций мной с сельчанами было найдено новое решение, которое, уважаемые коллеги, предлагаю вам на рассмотрение, а именно село Арсаул Гудаутского района переименовать в абхазское название Агача, а в русской транскрипции село Приморское. Слушай, я помню, когда Арсаул переименовали в результате борьбы абхазского народа тогда, понимаешь? Остановка электрички даже была Арсаул тогда. Все прекрасно с этим считались. А что сейчас такое случилось, что нужно поменять на Приморское? Депутаты неоднозначно отреагировали на данную просьбу. В большинстве своем высказались против смены топонимики, но при этом все согласны с тем, что эта тема требует отдельного обсуждения, в первую очередь жителями села. Учитывая все это, рассмотрение этого вопроса было отложено. Затем приступили к кадровым вопросам. Путем тайного голосования депутаты избирали судей Конституционного суда. Из 5 кандидатов были утверждены только 2 – Гарауль Пантия и Людмила Ходжашвили. Не хватило голосов Тамазу Кецба, Якубу Лакуба и Сергею Смыр. Дмитрий Маршан избран уполномоченным по правам человека в Республике Абхазия. Однако не все депутаты согласны с итогом голосования, аргументируя это тем, что была нарушена сама процедура. В среду заседание сессии будет продолжено. Сима Аргун, Астамур Гошба, Саида Гухава, Абхазское телевидение.